Плохая демографическая ситуация вынуждает правительство принимать дополнительные меры поддержки материнства и детства. Вырастут пособия и не только. Любители и профессионалы близятся к завершению конкурса «Эко-граффити» от Сибайского телевидения. Живописная природа и комфортные условия отдыха. В лагере «Березка» начался второй заезд. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В правительстве Башкортостана прошло расширенное заседание Координационного межведомственного совета по государственной политике. Заместитель премьер-министра правительства республики Салават Сагитов рассказал о финансовых мерах, которые направлены на повышение рождаемости в регионе. Это поддержка семей, в которых появляется первый ребенок, повышение качества жизни многодетных и студенческих семей с детьми и другие. По его словам, на реализацию этих мер в 2017 году из бюджета республики потребуется выделить дополнительно 168,5 миллионов рублей, при условии, что выплаты начнутся с 1 сентября 2017 года, в дальнейшем свыше 660 миллионов рублей ежегодно. В марте нынешнего года глава республики Рустем Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в регионе, согласно которому молодые родители при рождении ребенка получают право на единовременную социальную выплату. 300 тысяч рублей должны быть направлены на улучшение жилищных условий. Заявление на выплату молодые родители могут подать в любом многофункциональном центре. На сегодняшний день в республике принято около 200 таких заявлений. Порядка 50 семей представили все необходимые документы. Планируется, что первые сертификаты заявителей получат уже до конца этого месяца. Также было принято еще одно важное решение. Помимо полных семей, теперь на финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей за рождение первенца в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года смогут рассчитывать и неполные семьи, матери или отцы-одиночки. По предварительным данным, в Башкортостане проживают порядка 1000 граждан этой категории, которые нуждаются в жилье. Дополнительное финансирование программы составит около 400 миллионов рублей. Кроме того, сейчас в республике разрабатывается стратегия развития региона до 2030 года, одним из важных аспектов которой является развитие человеческого потенциала. Например, семьям студентов и аспирантов очной формы обучения при рождении ребенка будут выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Такие семьи сейчас получают ежемесячное детское пособие в размере 250 рублей, но в скором времени оно должно увеличиться до 3000. Вырастут и ежемесячная денежная выплата за третьего и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и базовые размеры ежемесячного пособия на ребенка. Это позволит увеличить эффективность социальной защиты малоимущих семей с детьми и вывести республику из тройки регионов Приволжского федерального округа с самым низким размером ежемесячного пособия на ребенка. Федеральная налоговая служба по Республике Башкортостан расширяет спектр предоставляемых налогоплательщикам возможностей. Речь идет о получении информации по наличию или отсутствию налоговой задолженности. Помимо интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» появились еще 3 удобных способа. Напомним, что узнать о наличии или отсутствии задолженности теперь стало возможным во всех офисах многофункциональных центров Республики Башкортостан. Также можно получить информацию в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, на едином портале госуслуг и непосредственно в самом налоговом органе. Погасить задолженность также просто имеется 4 способа. Это через личный кабинет налогоплательщика физического лица, через портал государственных услуг, через банки и почтовые отделения, также через сайт налог.ру, а именно в разделе «Заплати налоги» на сайте ФНС России. Специалисты также сообщают, что Федеральная налоговая служба запустила в эксплуатацию мобильное приложение сервиса «Личный кабинет». Например, индивидуальные предприниматели с его помощью могут просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию об этапах рассмотрения документов и многое другое. Данная программа доступна для операционных систем Android и iOS. Также ее можно скачать на сайте налог.ру или же в App Store и Google Play. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Для тех, кто увлекается живописью, граффити живет хип-хоп-культурой и желает облагородить облик города. Нынешним летом был организован специальный конкурс уличного искусства «Эко-граффити», инициатором которого выступил коллектив Сибайского телевидения. В задачу участников входило подготовить и отправить на электронный адрес заявку в форме эскиза будущей композиции и после утверждения в 2-недельный срок реализовать творческий замысел на стенах городского ограждения, прилегающего к парковке возле швейной фабрики.
событиям. Сегодня горожане уже могут наблюдать результат творчества участвующих в проекте художников. Подробнее о самых ярких и интересных из них в нашем цикле сюжетов. Конкурс «Эко-граффити», стартовавший в начале месяца по инициативе Сибайской студии телерадиовещания, сумел объединить вокруг себя самых разных представителей изобразительного искусства нашего города. Среди них зрелые и только начинающие художники, а витиеватые надписи одних соседствуют с величественными пейзажами Зауральского края других. Раиль Латыпов, художник-оформитель Центра народной культуры и досуга города Сибай, самый старший и опытный участник проекта, как ни странно, тоже дебютант. В уличном искусстве пробует себя впервые. Рисовать на городских стенах не приходилось даже в детстве, вспоминает автор размашистой композиции. Зато довелось много колесить на велосипеде по местам родного края. С тех пор природа занимает особое место в сердце и неизменно находит отражение в его творчестве. Принять участие в конкурсе художника с многолетним стажем подвигло актуальность экологической проблемы, послужившей центральной темой проекта. Должно быть, по этой причине лозунг «Не оскверняй родной край», помещенный под композицией, звучит особенно призывно. Мы в детстве пешком ходили в Сакмару. Со стороны Сакмары примерно вот такой вид. Когда идешь, Ирандык за горами видно. Видите? Ну, это композиция сборная. Это моя фантазия. Это мусор надо как-то решать, это дело. Озеро-то одно, больше нету. Поэтому надо относиться бережно, как к своему. Не надо издевательски относиться. Граффити-искусство в своем осмысленном проявлении всегда выступало способом акцентировать внимание обывателя на определенных явлениях, будь то персона самого автора, разбрасывающего маяки в виде графически стилизованных подписей в различных городских локациях, или сатирические зарисовки, иллюстрирующие острые социальные проблемы. Совсем иную категорию составляют надписи, принадлежащие рукам вандалов, и не несущие в себе никакой концептуальной ценности. Именно они, как признаются сами художники, и наносят самый большой урон репутации уличного искусства в лице городской общественности. Серьезные художники долго вынашивают замысел и проходят несколько стадий подготовки, от разработки эскиза до скрупулезного планирования действий на месте, поскольку ресурс времени зачастую ограничен. Согласно задумке организаторов, в лице Сибайского телевидения проект изначально базировался на идее предоставить местным художникам свободную площадку для самовыражения, что позволит направить их творческую энергию в благое русло. Раиль Латыпов, представитель академической школы живописи, целиком разделяет мнение организаторов и дает свои сугубо профессиональные рекомендации начинающим художникам. Главное построение в рисунке, колорит и главное выкладываться от души. От души. Как говорил наш учитель Николай Антонович, ребята, старайтесь делать как можно лучше, а плохо оно само собой получится. Работа над композицией в совокупности заняла 4 дня из графика художника. В качестве рабочего инструмента использовал привычные для себя кисти и пульверизатор. Картина должна продержаться лет 10 не меньше, заверяет Раиль Латыпов. За качество расходных материалов отвечает спонсор проекта – магазин «Автоцентр» по Закива-Лиди 31. Официально конкурс рисунков «Эко-граффити» завершился 14 июля. В ближайшие дни будет запущено онлайн-голосование, по итогам которого будет выявлен победитель конкурса. Главный приз – современный спортивный велосипед. Самое экологичное средство передвижения, предоставленное другим спонсором проекта – магазином «Гефест». Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Пару дней осталось до выходных, и многие уже продумывают свой досуг. Для молодых и активных свой вариант развлечений предлагает коллектив парка культуры и отдыха. В ближайшую пятницу там состоится хип-хоп-фестиваль. Подробнее об этом в интервью нашей программе директора парка Ильгиза Ахмедшина. «21 июля 19:00 будет у нас большое событие, такое музыкальное, молодежное и в основном на рэп исполнительных хип-хоп стиле. То есть у нас большие гости — это из Уфы и Бирска. Также выступает брейк исполнитель, это Сибая, и Пин-код у нас также выступает. Будем делать
концерт, и будет также у нас танцевальный баттл среди участников. И ребята, конечно, покажут свои возможности, способности, также будут показывать новые свои треки. То есть мы познакомим Сибай с этим течением, еще раз заново вспомним, что такое рэп, потому что уже давненько мы его не слушали, не танцевали, не веселились под эту музыку. Поэтому ребята очень мощные, они прокачивают залы именно клубов и большие залы, и в парках они выступают. То есть вот один из участников — это Владислав Николаев, это наш сибайский парень. Он выходит из Сибая, начал уже свою музыкальную карьеру здесь, как под ником The Maker, и сейчас он уже работает в Уфе и также занимается творчеством. Его приглашают в разные клубы, и очень он популярен в своей среде. Вот, так что ждем всю молодежь и всех, кто интересуется хип-хопом, прийти, послушать музыку в живом исполнении. То есть мы вас ждем, очень рады будем каждому посетителю. И последнее. Белоснежные березовые рощи, таинственная тишина летних вечеров, чистейший воздух, прозрачная вода озера, радующие слух и звуки природы. Все это способствует тому, чтобы приехавшие на отдых ребята чувствовали себя словно в райском уголке. В детском загородном оздоровительном лагере «Березка» недавно начался второй заезд. Здесь все свое, родное, уютное и доброжелательное для всех поколений сибайцев. И для людей почтенного возраста, и для самых маленьких, которые только научились стоять на ногах. Кажется, сама природа позаботилась о том, чтобы дети могли полной грудью вдохнуть чистый воздух, волю полюбоваться разноцветием луговых трав, увидеть, как солнце прячется за горизонтом, разливаясь в тихих водах озера Талкас оранжевыми красками. Этим и замечателен отдых в загородном лагере «Березка». Я первый раз в этом лагере, мне здесь очень нравится, здесь очень хорошо кормят и здесь очень интересно. Я здесь уже где-то третий раз, мне здесь очень нравится, здесь весело, здесь все такие люди, те, которые такие эмоциональные и классные. Здесь у меня много друзей, тех, которые я люблю. И мы ходим вечером на дискотеку, мы там пляшем, танцуем, поем. В свободное время играем на спортплощадке, волейбол, баскетбол. И иногда играем совместно-отрядные игры, как, например, мафия, Уно. В основном мы веселимся, играем, читаем. Этот лагерь самый лучший, и здесь очень весело. Я хочу передать своим привет подругам. Желающих отдохнуть в лагере на берегу озера предостаточно. Общество «Здравница Зауралья», куда входит и лагерь «Березка», ежегодно в летний сезон организовывает полноценный отдых для сотен ребят. Во втором заезде у нас сейчас отдыхает 142 ребенка, ожидаем еще 40 профильные лагеря приедут на последние 10 дней. Первый заезд прошел, мы отдохнули, у нас 125 детей. Третий заезд тоже планируем порядка 130-140 детей провести через наш лагерь. Профильный заезд у нас в первом заезде были пловцы, 20 человек, и 20 человек было палаточный лагерь экологический. А на данный момент снова у нас 20 человек пловцов, а на вторую половину приедут дети-хоккеисты с Ледового дворца «Ирандык» из детской спортивной школы баскетболисты. По 25, по 20 человек стоит с этой организации. Не последнее место в организации полноценного отдыха занимают и условия проживания. Дети – это самое дорогое, а потому задача руководства лагеря, чтобы отдыхающие вернулись домой не только довольными, но целыми и невредимыми. Как говорится, безопасность и комфорт превыше всего. В этом году на территории «Березки» появились новые душевые, установлены видеокамеры. Порядка на 2 миллиона построили новые душевые на территории именно лагеря. Раньше душевые находились внизу.
далековато было. Да, и провели видеонаблюдение, установили 9 видеокамер, то есть во всех корпусах стоят видеокамеры, все ворота просматриваются видеокамерами. Ну и в порядке 400 тысяч рублей вложили на ремонт корпусов, на покраску, побелку, косметический ремонт. Еще одно преимущество загородного лагеря в том, что здесь организовано полноценное питание, насыщенное витаминами и всеми необходимыми элементами для растущего организма. Коллектив поваров собран опытный, работающий с отдыхающими не один сезон. Завтрак у нас насыщенный, обед у нас очень богатый, салаты, первые блюда. Потом, значит, этот полдник есть тоже, все, яблоки, фрукты у нас, овощами больше стараемся. Фрукты, потом соки у нас все. Ну что еще, ужин тоже насыщенный. Вечером молоко натуральное с ферм привозим. Тоже чисто натуральный продукт у нас все, в общем. Стараемся. Девчонки хорошие, официанты, столовую красивая, большая. Дети спасибо говорят, рады. В первые дни заезда ребята познакомились друг с другом, нашли новых друзей. Ну а ежедневная насыщенная культурная программа только сближает юных отдыхающих. Руководство лагеря особенно довольно работой вожатых из Сибайского педагогического колледжа. Юноши и девушки ни на минуту не отходят от детей, постоянно придумывая для них что-то интересное и увлекательное. Каждый вечер в местном клубе выявляют новые таланты. Но какой же отдых и вообще лето без купания? Конечно, нынешний сезон особо не балует отдыхающих ярким солнцем. Но все же в редкие моменты, когда нет дождя, дети не упускают возможности искупаться в озере. Теплые дни, приходим сюда купаться. Температура воды 24, если показывает. Ну, купаемся вот в это время. Но дети с удовольствием приходят. Купаемся по 5 минут, если позволяет воздух, температура 30, там 28, тогда 2 или 3 захода купаемся. Но дети с удовольствием купаются. Отдых в загородных оздоровительных лагерях общества здравницы Зауралья уникален тем, что там вот уже на протяжении нескольких лет с детьми работают не только вожатые, но и волонтеры, иностранцы. В первом заезде в Березке побывали гости из Индии. На днях ожидаются волонтеры из Китая. Организаторы же желают каждому ребенку побывать в лагере «Березка», так как это море ярких впечатлений, незабываемых эмоций, огромный заряд позитива, ну и, конечно же, неповторимая романтика. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Аль Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и берегите себя.